В эфире новости, с вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга Координационного центра Республиканского штаба комиссии «Вместе к победе». Давайте послушаем. В рамках Республиканской комиссии «Вместе к победе» работа по всесторонней помощи военнослужащим и их семьям продолжается. На сегодняшний день мы отмечаем по цифрам это отправку в зону специальной военной операции через действующий наш механизм во взаимодействии с опорными пунктами Московского оперативного штаба. Это 117 единиц техники на сегодняшний день, как автомобили УАЗ преимущественно, так и мотоциклы и квадроциклы, в том числе запасные части, которые сопутствуют данной технике. По отправке адресных посылок и продукции волонтерских организаций мы отмечаем 129 тонн наземным путем, в том числе и авиаперевозками при взаимодействии наших двух авиакомпаний. Это Полярная авиалиния и авиакомпания Якутия. Надо сказать, что данная работа продолжается в том числе и с помощью отправки делегаций из муниципальных образований районов. На сегодняшний день до конца года сформирован график выездов муниципальных образований. У опорных пунктов наших представителей, прикомандированных сотрудников с разных министерств, ведомств, организаций, муниципальных образований, группы направляются непрерывно. Муниципальные образования на сегодняшний день активно себя проявляют. Конечно же, есть и влияние сезонности. Осенью, как правило, при формировании ледостава и в целом удобной транспортной инфраструктуры эта работа усиливается, и нагрузка на опорные пункты также будет усилена. Буквально на днях состоится оперативный штаб по дополнительному снаряжению наших военнослужащих, где рабочие вопросы, в том числе и по транспортировке, и по всем хозяйственным организационным вопросам деятельности опорных пунктов будут обсуждены, и вопрос будет, скажем так, перезаряжен. Идет тесное взаимодействие с войсковыми частями, которые располагаются в Дальневосточном федеральном округе. Буквально на прошлой неделе у нас завершилась командировочная работа при помощи и курированию посредства по Дальневосточному федеральному округу. Надо сказать, что в целом дух и настрой у наших военнослужащих крепкий. Со стороны командующих в очередной раз мы получили волевыражение о тесном сотрудничестве с республикой. В целом считаем, что наш механизм, он сам по себе уникальный и является многим регионам Российской Федерации примером. Работа продолжается. Победа будет за нами. Вместе к победе. Далее перейдем к новостям. Озвучу основные темы выпуска. Неделю в Усть-Алданском Улусе действовал лесной пожар. О ситуации на сегодня. Газификация сел левобережья реки Вилюй начнется уже в ближайшее время. На экономическом форуме подписано несколько соглашений. Расскажем о них. В Хангалавском Улусе стартовала экспедиция по изучению культуры и фольклора русских старожилов. О задачах экспедиции. В Якутии продолжается работа по предоставлению социальной реабилитации участникам СВО и членам их семей. Так, в Республиканском социально-оздоровительном центре реабилитации прошли восстановление уже 493 ветерана и 480 членов их семей. Специалисты центра проводят комплексную работу. Это социокультурные мероприятия, нацеленные на поддержку инвалидов, а также по информированию и консультированию. Продолжается мероприятие по информированию и консультированию участников спецвоенной операции и членов их семей. Всего проведено более 80 встреч с различными ведомствами и организациями. Продолжается проведение обрядов Алгыс до Марчи, которые способствуют укреплению духа, обретению душевного спокойствия наших бойцов и их родных. Уже неделю в Усть-Алданском Улусе на территории Аспехского наслега действует лесной пожар. Общая протяженность пожара составляет 6354 гектаров. Из них 2310 гектаров лесного покрова. На тушение пожара задействованы более 200 человек, 34 бензопилы, 165 рюкзаков огнетушителей, 3 единицы техники и 3 моторные лодки. На данный момент пожар локализован.
На территории Услуданского района 26 августа обнаружен и зарегистрирован лесной пожар 12 АСС. По состоянию на 9 часов 4 сентября площадь пожара составляет 6354 га. В район действует региональный уровень реагирования, а также введен режим чрезвычайной ситуации на лесах муниципального характера. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Планы, которые обсуждаются порядка 20 лет, воплотятся в жизнь. Газификация населенных пунктов левобережья реки Вилюй и республики начнется уже в ближайшее время. В рамках юбилейного Восточного экономического форума между правительством региона и компанией «Сахатранснефтегаз» подписано соответствующее соглашение. Для реализации проекта будут использованы не только средства республиканского бюджета, но и финансирование от компании «Сахатранснефтегаз» и «Газпром», которая по поручению президента России занимается социальной газификацией по всей стране. Планы газификации территории Верхневилюйского района уже согласованы. Глава республики поручил этим проектом заняться, и более того, он подписал план мероприятий по газификации левобережья, что коснется 12 населенных пунктов Верхневилюйского улуса и в последующем даст возможность газификации Нюрбинского района. Мы приступили уже к проектированию. Средства с бюджета были выделены еще в прошлом году. Договор у нас заключен с проектной организацией. Здесь, конечно, будет использоваться несколько источников. Это и амортизация Сахатранснефтегаза, национальной газовой компании. Это средства государственного бюджета и, конечно, КРДВ. И использование нескольких источников позволит реально реализовать этот проект. Также на форуме состоялся запуск современного автоматизированного энергетического комплекса в поселке Черский Нижнеколымского района. Его мощность 9,3 мегаватта. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством весь населенный пункт. В церемонии приняли участие министр энергетики России, глава Якутии, руководители Русгидро и компании Arctic Power Capital. Кнопку пуска нажали в режиме онлайн. Опорная точка в регионе, важный логистический и транспортный узел. Строительство и жилищного-коммунального хозяйства России планирует ввести 100 миллионов квадратных метров жилья в текущем году. По данным, предоставленным в рамках Восточного экономического форума, на данный момент наблюдается снижение запуска новых проектов на 23%. Из этой статистики эксперты сделали вывод, что в 2027 и 2028 годах может наблюдаться отрицательная динамика в постройке жилья. Однако работа по предоставлению гражданам жилых квадратных метров будет продолжаться. Из-за нехватки предложений может последовать увеличение цены на жилплощадь. Нюрбинский театр и Чермяховский драматический театр Иркутской области вошли в число театров, участников федеральной программы «Большие гастроли» по направлению межрегиональная программа. Большие гастроли в Нюрбинском театре уже начались. В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации в Нюрбинскую землю прибыл с гастролями театр имени Владимира Гуркина города Черемхово Иркутской области, земляки Героя Советского Союза Николая Кудряшова. Участники больших гастролей почтили память героя. Они привезли землю и дерево, которые посадили около памятника Николая Кудряшова. Да, мы привезли черемуху, потому что это символ нашего города, черемуховская веточка, черемуховое дерево. И землю, соответственно, привезли, оставили у подножья мемориалу Николая Петровича. Надеюсь, что ему будет приятно и что рядом с его мемориалом теперь мы тоже очень надеемся, что вырастет черемховская черемуха. И получается, мы воссоединили для Николая Петровича две важных его земли – Нюрбинская, Черемховская и ягоды черемухи. В рамках обменных гастролей жителям Нюрбинского района представилась возможность познакомиться с Черемховским драматическим театром имени Владимира Гуркина. Труппа театра привезла с собой 2 спектакля. Нам очень все нравится, очень гостеприимно, душевно, как будто бы у себя дома. Нет никаких изменений в плане, что мы приехали и мы волнуемся, понравимся ли мы, не понравимся, потому что мы уже нравимся каждому человеку, который здесь проживает. Это очень здорово. И для нас это очень бесценно. То, что мы сейчас приобретаем, обмениваемся энергией, это дорогого стоит. Обменные большие гастроли продолжатся. Нюрбинский театр в середине этого месяца представит спектакли «Марбак Андыкан», песни столетней старухи на сцене Черемховского драматического театра имени Владимира Гуркина. Кюня Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрба.
В Хангалахском улусе стартовала экспедиция по изучению культуры и фольклора русских старожилов. Ее участники – студенты филологического факультета Северо-Восточного федерального университета в течение недели посетят Покровск, а также села Синск и Еланка. Главная цель – общение с носителями уникального местного говора, потомками государевых ямщиков. Подробнее о задачах экспедиции расскажет Виолетта Засимова. В 2018 году подобная экспедиция проходила в селе Русское Устье Алайховского района, известном как место компактного проживания уникальной культурно-этнографической группы русско-устинцев. В этот раз молодые исследователи обратили внимание на потомков государевых ямщиков Хангаласского улуса, которые выглядят как русские, но говорят в основном на якутском языке. Здесь симбиоз двух неродственных народов, то есть якутский народ и русский народ смогли в симбиозе создать такую необычную языковую ситуацию. Например, есть такие интересные, я бы сказал, диалектизмы «откельмандись». Что это значит? «Отойди», «уходи». То есть «кельманна» – это «иди сюда», а «откельмандись» – это «уходи». Вот такая вот особенность интересная. В состав экспедиции вошли 11 студентов 2, 3 и 4 курса филологического факультета. В первые дни пребывания в Улусе они провели встречи с покровскими школьниками, прочитали для них лекции о старожилах Арктики и Сибири, организовали мастер-классы по созданию оберега «Ангелочка», а также показали спектакль, задействовав учащихся пришкольных театральных студий. Добрый день, дорогие зрители! Мы представляем вам сказку по мотивам Русского Устья «Пужливая юрта». Затем участники экспедиции отправятся в южные наслеги Улуса, где проживает большинство потомков ямщиков. Там студенты проведут интервью с местными жителями, чтобы изучить особенности их говора, обычаев и традиций. Все собранные материалы будут зафиксированы в аудио и видео формате. И в любом случае мы записываем их говор, и потом мы будем составлять фонетическую запись того, как они говорят. Потом будем исследовать диалектный материал, лексику, грамматику, когда переведем это в письменный вид. В общем, работы предстоит много. Экспедиция организована благодаря грантовым средствам, полученным в рамках профессионального конкурса «Открываем Россию заново», который проводится проектом «Россия – страна возможностей» и Национальным исследовательским институтом Высшей школы экономики. Мы подали заявку на грант, и мы выиграли грант, собственно, чему мы очень-очень рады, и благодаря этому конкурсу состоялась наша поездка. Эта экспедиция имеет важное значение не только для студентов, которые смогут применить свои знания на практике, но и для сохранения и передачи богатого языкового и культурного наследия региона новым поколениям. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Такими были актуальные новости к этому часу. Встретимся в информационной программе «Итоги дня».